Туркменистане отсутствует верховенство закона. Судебная власть полностью подчинена исполнительной, а правосудие используется как инструмент политических репрессий. Судьи назначаются и снимаются по личному усмотрению правящей семьи Бердымухамедовых, а следственные органы действуют не в интересах закона, а в интересах этой семьи. Пытки, произвольные аресты и выбивание признания остаются системной практикой. Расследования не проводятся, а виновные не несут ответственности. Это означает, что в стране не существует независимого и беспристрастного правосудия, а закон перестал быть гарантией защиты граждан. Особенно показателен случай Джамал Базаровой, матери-одиночки, ставшей жертвой чудовищного насилия. Во время допроса два следователя, Ашаргельды Мусаев и Бахтияр Мурадов, изнасиловали ее, чтобы вынудить и подписать ложные показания. Расследование этого преступления было полностью заблокировано, поскольку в деле фигурировал двоюродный брат президента Шамурат Реджепов, а крышевал безнаказанность министр МВД Туркменистана Мухаммед Хыдыров, женивший своего сына на дочери президента Бердымухамедова Сердара. Ни один адвокат не решился взяться за ее защиту, опасаясь мести со стороны силовых структур. Более того, Джамал Базарова лишена права на свидание со своими несовершеннолетними детьми. Еще одна форма жестокого давления и наказания за попытку добиться справедливости. Сегодня ее жизнь находится под угрозой, ее хотят убить. Однако репрессии не ограничиваются границами страны. Сегодня власти Туркменистана преследуют своих граждан и за рубежом. Во Франции, Канаде, Швеции и Нидерландах действуют нештатные сотрудники туркменских спецслужб. Мурат Курбанов, Мухаммед Дуиджи, Аквиль Сапар и Нурмухаммед Аннаев. Представляясь оппозицией, они на самом деле занимаются сбором и передачей личных данных туркменских граждан в интересах спецслужб Туркменистана. Эти данные используются для розыска, задержания и последующей депортации в Туркменистан, где людей ожидают пытки, тюрьма или смерть. Трагическим примером является судьба Фархата Мейманкулиева, насильственно возвращенного в Туркменистан и по достоверным данным убитого в заключении. Те же лица распространяли ложь, утверждая, будто Фархат находится в Швеции или в Америке. Известны и другие жертвы, которых уже депортировали из Турции в Туркменистан. Алишер Сахатов, Абдулла Урусов, а также угроза депортации в адрес Умиды Бекджановой, которая сейчас находится в депортационном лагере Турции. Адвокаты боятся защищать политических заключенных, а семьи, обращающиеся к международным организациям, подвергаются преследованиям. Это не верховенство закона, это власть страха. Юридическая система Туркменистана превратилась в инструмент подавления и уничтожения тех, кто ищет справедливость.